Принцесса Турандот, Карло Гоцци, леди Мильфорд, Зарема в Бахчисарайском фонтане. Это далеко не вся галерея образов, созданных на сцене творческим вдохновением заслуженной артистки Украины, корифея Крымско-татарского национального театра Айше Диттановой. Зимой 1918 года, в те дни, когда Крым добивался свободного, независимого пути развития, словом, в смутные времена, как говорят в народе, 27 февраля в деревне Дерекой Ялтинского района в семье середняка Диттан Мустафы родилась девочка, которую назвали Айшечик. Знал ли тогда Диттан Мустафа, когда называл свою дочь Айше, что именно это имя ей и будет помогать в жизни? Ведь Айше в переводе с арабского «живучая», «жизнелюбивая». У Айше было 3 брата и 5 сестер. Все старшие братья и сестры очень любили Айше. Она была 11-м, самым младшим ребенком своих родителей. Дети все помогали отцу по хозяйству, девушки доили корову, отец давал все оптом на Ялтинском базаре – молоко, зелень. Однако, как гласит восточная мудрость, судьба у всех написана на лбу. В голодный 1923 год, когда Айше исполнилось 5 лет, у нее умерла мама. До 9-летнего возраста Айше жила у отца, училась в аутке с 1 по 4 класс, также и в Дерекойской школе, в которой когда-то учительствовал Исмаил бей Гаспринский. Демек bu bina evvelde mektep edi. Evvelde mektep edi. Azbarında klub var idi. O klubda bizim yaşlar krужокларда iştirak etediler. Ben o vaxtda bala edim, aptemler oynaganlarını korup, men de oynaydım, yırlaydım. Teatrını pek sevedim. Onun için aptem bana her vaxt aytaydı, meni dinlesen, men seni teatrga bererim deb. İnşallah son berdi. 26-27 senesi. Sonunda pek balaban zenzeli oldu. Biz koştuk Simferopol'ga. Simferopol'da son başka mektepke kirdim ben. 4 sınıf bitirdim. Değil ahı. Ardımda kalgan yıldızlarım, selamım size yollar, isteseniz unutarım beyaz karalı saçlar. Sular gibi akkan yıllar.
Старшая сестра Зера училась на рабфаке и старалась всеми силами заменить Айше маму. Заведующий Ялтинским горано Чешмеджи Белял сделал Зере предложение. Зера сразу не решилась ответить, но решила проверить его чувства. Предложила ему, чтобы Айше жила вместе с ними. Белял согласился. Тогда Зера сказала, что теперь он может идти к отцу и просить ее руки. Спустя несколько лет после свадьбы сестры Айше вместе с ее семьей переехала жить в Симферополь. Чешмеджи Беляла назначили наркомом здравоохранения Крыма. Шло время. После окончания семилетки Айше поступает в фармацевтический техникум, в котором она проучилась только 1 год, так как судьба приготовила ей сюрприз. Айше Тайганская, Ишниязова, Байкина, Белялова, Джилилова, Фейзуллаева, Грабов, братья Париковы, Измайлов, Тиминдар, Гурджи. Имена почти всех знаменитых актеров этого театра Айше знала наизусть. Полюбившиеся ей роли она по-своему, по-детски переигрывала дома перед зеркалом. В эти годы Айше вместе с сестрой часто бывала в Симферопольском Госдрамтеатре имени Горького. Юная Айше влюблена в театр. Наступил 1933 год, который стал переломным в жизни Айше. Узнав о том, что при театре открывается театральный техникум, Айше тут же бросилась к сестре Зере. Только она могла помочь Айше осуществить ее давнюю мечту стать актрисой. Сестра Зера однажды привела Айше Театральный техникум. Мы уже поступили, а Айше еще не поступала. Она, оказывается, это я недавно узнала, могу еще наврать, зубоврачебным техникуме учился. Они против друг друга на Пушкинской улице. Старинное такое здание. Я с подругой пошли на комиссию, нас приняли, уже начали заниматься. И вдруг появилась Айше. Она уже взрослая была. Такие кудри хорошие у нее были. И она, оказывается, тоже хотела поступить в театр, техникум. И начал заниматься с нами вместе. У нас было 12 парней в классе и 6 девочек. У вас эта карточка есть, 6 девочек наши, да? Вот это вот 6 девочек. А остальные были мальчики, в общем, 12 человек. Закончили тоже так, 12 мальчиков и 6 девочек. Днем студенты были на занятиях, а вечерами театральная галерка принадлежала им. Когда и на галерке не было мест, то они устраивались у осветителей прямо рядом с прожекторами. В дипломном спектакле «Принцесса Турандот» Айше блестяще исполняла главную роль. Турандот играла. Это же сказка «Принцесса Турандот». И многие актеры начинают свое это везение с этой пьесой. Она выигрышная, хорошая.
Турандот что-то она не вспоминает. Очень рано было, что ли. А еще у нее характер такой, когда ей замечание делает, она смеется. И уже думает, что надо делать, чтобы избавиться от этого. Начиная с сезона 1936 года, Айше Диттанова постепенно входит в репертуар театра. От спектакля к спектаклю, от роли к роли мастерство Айше постепенно оттачивалось. Да, мы до войны Крымско-татарский театр и русский театр работали вместе. В неделе 7 дней, 3 дня они работали вечером, и 3 дня мы работали. Это 7-й день, если русский театр играл днем, то татарский театр играл вечером. Знаешь, мы очень дружно жили. Мы вообще это не различалось, что это русский театр, это татарский. Просто на разных языках. А так все. Во-первых, все цеха, абсолютно все цеха были едины. Только директора были разные. Да, и режиссеры были разные. Отличилась она с Заремой. Это из-за ее выход и всех остальных выход. Актриса наша Нурье Джилиева уехала в Москву вдруг. Она должна была играть Зарему. И дали Айше. Вот и отличилась. Seninle kaytıp geldi. Yalnız sensin benim yanık yüreğimin yara etken. Biz Zinaida Mixaylovnaga bardik, rolimizni o'qimaga Meryemмен barabar. Birda Zinaida Mixaylovna dedi stop o'qib boshlaganda. Men shashdim. So'ng dedi, оставьте роль, dedi. Зейнеп будет играть, Зейнепа будет играть Мерьем, а вы идите, я слышу вас, у вас Зарему. Идите по мреже, заберите эту роль. Мен o kadar kıvandım, prima yüreğim patlayazdı. Zaremanı ma verdi. Aman çabuk barsam Murat Vğani, men bilem, bana al da perepisat et dedi. Ana şay etip, ondan sonra men Nuryattin'in dublör olup oynadım Zareman'ı. Ama Maria'nı oynadı Sara Baykina. Olmuş. Kaygısız ve kıvançsız geçeydi. Bir gün ağasına ayttın, güneşliydi. Men herkesin beraber oynay, kule, yırlaydım. Dağığa saçlarım uçları suda oynay. Cesur adımlar benim ağa yaklaştı. İrkin omuzlarıma ellerini tokundurup iki tatlı söz ayttı. Lakin sen hiç menden sevip olamazsın çünkü sen yavaş akan bir bozacıksın. Men ise gırlap akan bir taşkınım. Onun bir şeylerim beni yıkar. Rica ettim. Anla benim sözlerimi. Kaytar benim gereğimi. Ne? Bunda gelinir. Maria, bak, benim bunda gelgenimni hiçbir kimse bilmemek gerek. Премьера прошла с грандиозным успехом. В этом же спектакле роль польского посла играл актер Меджид Асанов, который вместе с Айше окончил театральный техникум и в тот же год поступил на службу в театр. Могла ли подумать Айше Диттанова, что именно этот ее сокурсник и будет суженым? Знаменательный в ее актерской карьере 1938 год будет и годом ее замужества. Айше и Меджид не раз играли вместе в спектаклях. Наиболее запомнился спектакль «Последний» по одноименной пьесе Горького, в котором Меджид Асанов исполнял роль Петра.
41 год. Мы готовились на декаду. Наш театр должен был поехать на декаду. Мы готовились, и Бахчисарайский фонтан тоже должен был поехать на декаду. Но тут война, и все это обрушилось. Конечно, вот как началась война, вот после этого, то наша группа стала фронтовым театром. То есть одна группа такая в русском театре, одна группа была в татарском театре, фронтовой театр. И мы поехали на наши передовые эти фронты, где, например, к летчикам едут русская группа, а мы едем на Перекоп, на передовую. Потом менялись. Мы едем к летчикам, а русская группа едет на передовую, на Перекоп. Через каждые 15 минут нас бомбили эти. Они же были уже за Севашом. Я знаю, что во время войны еще был поставлен спектакль «Гарем». Да, «Гарем». Это была одноактовый спектакль. «Гарем» назывался. Вот тогда Сары Байкиной не было. И на место Сары Байкиной играла Мирьем Авлякимова. Мирьем Ибраимова. Ибраимова. Она играла Марию. Она играла Марию, а я продолжала все